Приветствую всех, меня зовут Дмитрий, и в данном видео мы поговорим о таком элементе, как продукт. Мы добавим несколько продуктов на страницу и настроим их. Итак, поехали. Для начала давайте добавим несколько элементов на страницу. Вот таким вот образом. И теперь мы можем настраивать отображение этих продуктов на странице. Сейчас у нас просто бланки. Мы заполняем их продуктами. Для этого мы заходим и выбираем нужный нам продукт. Давайте вот пройдемся. Первый. Будет первый. Вот у нас второй продукт. Здесь мы выберем второй продукт. И здесь мы выберем третий продукт. Таким образом мы непосредственно на страницу добавили конкретные продукты. Также мы можем добавлять в эту секцию продукты, которые относятся к определенному типу. Для этого мы должны зайти в настройки самой секции. Здесь мы видим то, что у нас есть группа товаров. Мы как бы группируем эти товары в этой секции. И можем отображать нужные из них. То есть мы здесь выбираем, к примеру, категорию. Показывать продукты из определенной категории. Если мы выбираем эту птичку, мы показываем все продукты без этой категории. Если мы работаем здесь, вы видите, уже удаляются те продукты, которые мы поставили, так как здесь уже совсем другие алгоритмы. Здесь идет автозаполнение. То есть мы здесь выбираем категорию и будут отображаться только те продукты из этой категории. Далее то, что мы можем сделать, мы можем, давайте отключим и выберем просто тип. Есть новейшие товары и товары по ярлыку. Новейшие товары — это последние добавленные. Мы сразу визуально видим то, что это будет автоматически добавлено на страницу в разном порядке. И можем по ярлыку, и этот ярлык мы можем выбрать. То есть у нас есть ярлык новый, продано, топ продаж и топ-50 продаж. Или вообще без метки. То есть вы можете устанавливать метки на некоторые продукты и таким образом выводить только часть из них, которые нужны на данном фрагменте кода. Далее то, что мы можем делать, это мы вернемся в настройки самого продукта и выберем шаблон отображения самого продукта на странице. То есть у нас есть три вида отображения. Для этого нам надо, давайте выберем продукт точечно. И таким образом у нас эти два товара будут автоматически заполняться, а это будет у нас конкретно выводиться. Так же самое вы видите то, что у нас есть такой дизайн и такой дизайн. То есть здесь очень большой текст. Этот компонент идеально будет смотреться в этом дизайне. Мы в этом его и оставим. Следующее, что мы можем настроить, это минимальная высота элемента. У нас оно зависит от расширения экрана и какая языковая версия у нас установлена. То есть мы, манипулируя этими птичками, мы можем настроить как нам надо. К примеру, здесь мы зададим 310 пикселей. И мы видим то, что у нас минимальная высота, она увеличилась, даже стал виден немного больше текста. Это у нас добавилась третья линия в тексте, именно в этом шаблоне. Далее, то, что мы можем сделать, это мы можем добавить отступы. Например, сейчас у нас по 15 по всем краям, мы можем делать по 10 по всем краям. И эти все вот настройки, которые мы проделали для одного, копировать и, к примеру, применить без содержимого к этим элементам. Таким образом, эти элементы делаются в таких же настройках, но заполняются в автоматическом режиме. Ну и давайте это также самое добавим. Мы видим то, что у нас есть набор каких-то продуктов, которые будут отображаться в одном стиле. На этом все.
Увидимся в следующих видео.